Добрый день моим подписчикам и зрителям моего канала «Лошади и охота как часть жизни». Вот, друзья, сегодня уже предпасхальные выходные подходят, и я взял свою эстонку Дору, ее щенков, и везу за 110 километров на осмотр эксперту по гончим породам Заневскому Петру Иосифовичу на осмотр. Сейчас я еду по трассе Слуцк-Минск. Все соблюдаем правила движения. И по дороге заеду еще, может, возле Минска живет мой друг, знакомый, хозяйственник сильный, Коваленок Гена. Так что, друзья, мне осталось километров 65. Друзья, полпути проехал я, остановился, чтобы мои малыши передохнули. Все-таки дорога дальняя. Дора, вот. Дора, место. И едем мы к эксперту. Пусть все ведут себя хорошо, отдыхают. Но еще нам, друзья, километров 40. Дора, место. Все, закрываю их. И тронем дальше. Это, друзья, витаминоз. Купил собачьего корма и стал давать, и видно, не пошел он ей Доры, отменил. Вот, друзья, приехал я больше за 100 километров к экспертам-гончатникам Заневским Геннадий Петрович и Петр Иосифович. Вот, друзья, привез к им на осмотр своих щенков от моей Доры из тонкой гончи. Кто смотрит мой канал, видели ее работу, как она работает. Сейчас приступаем. Это эксперты первой категории. Буду я, а доставайте щенков на осмотр. Так. Зубки уже хорошие. Так, и тут, подожди, дай глянуть. Подними. Три ворсины вперед. Покажи ноги и все. Нет ни поповой грыжи, ничего. Все чисто. Так, молодец. Тоже все хорошие признаки. Головка аккуратная. Глазки нормальные, темные. Прикус прекрасный. Все хорошо, покажи. Нету ни грыжи, ничего. Кошка я включил. Выжловка. Прикус в норме. Трошки он буде плотноватый, но прикус хороший. Так. Выжловка тоже без никаких дефектов. Конечности. Держи. Зубки не могут прокусить ореховые шкарлупки. Так, тут сколько ворсинок у нее? 3. 2. И недоразвито. Так, все тут тоже основной аппаратку. Давай. Прикус хороший. 3 ворсины. Даже еще не больше даже немножко. Все тут выжловка. Все хорошее. Чернопегия в румянах все. На лбу большая проточина. Сейчас не назад.
Прикус хороший. Все тут хорошо. Все тут хорошо. Выжлец. Выжлец. И уже даже просматриваются Мошонка. мошоночка немного. Выжлец больше такой, по-моему, серьезный. У яблоки будет, да? А вы смотрите, малая какая, вышла По голове я вижу. отошла. Такой Вокруг он машины обошла. больше морда Столбцовского района. Петр Иосифович, расскажите вот про вашу эту истонку годовалу. Сколько ей осенней уже? 5 лет. 5 лет. А этой? 5 лет 20 марта было. Этой 11 июня будет 2 года. А это происхождение, это соловой пегой, чьих кровей? Макаревича Выжлец со Столбцовского района и Выжловка с нашего района. Выжловку я испытывал, хорошая работница, ее воровали у него, владельца. А Макаревича Выжлец достойный, там проходит Вахновского, Выжлец. Такой был очень знаменитый чистый эстонец. Не весь. Вот, друзья, Который имел 4 третьих диплома. 2 по Зайцу Русаку, 2 по... я батька, да, этой выжловки с соловой пегой. Поэтому Как вы ее называете? Пина. Пина. Оценка отлично. За экстерьер. Вот, друзья, и хочу вам сказать, Имеет что... диплом 3 по Зайцу и 2 по Лисе. И 2 по Лисе. Петра Иосифовича я знаю 38 лет. Он у мой город Слуцк. Я когда пришел с армии и приехал на выставку, и он судил, приглашали его, БОР наш приглашал на выставку, и он судил выставки. Но вы понимаете, он сейчас годы берут свое. Да, 79 лет. Переболел коронавирусом, лежал в больнице где-то месяцев, да почти полгода. Поэтому уже строевое мое состояние, оно резко упало. Но Ну и что, мозги, слава богу, трохи работают. сколько лет, я уже 8 лет у него не был, на выставках мы встречались, на областных, на республиканских. И все время у вольерах они держали с сыном русскогончих. Да, у меня было по 3, по 4 единицы. За свою историю... Рабочие. Пару слов могу сказать про этих моих русских гончих. Русские гончие мои попали в Ленинградскую область, в Россию, в Россию, как эта область рядом с нами? Бранскую. Да, в Бранске. Приезжала жена. А Петр Иосифович, расскажите, как вы пришли к эксперту? Кто вас и сколько... Значит, что могу сказать? В 80-х годах были образованы курсы экспертов. И я тогда жил в Копольском районе, работал в училище преподавателем. И в то время я уже так занимался собаками, но были поместные, но гончих пород и хорошие работники, нормальные. Приметили меня, назначили сразу на собрании, приняли решение, чтобы я вел всю кинологическую работу Копольского района. Ну так я и начал. У меня была картотека, все было как положено. Ну, потом были курсы в Минске, областные курсы экспертов. И из тех курсов многие стали экспертами, но многие и побросали. Залевский, в частности, Александр Кузьмич из Смолевич был директор охотхозяйства, учился, он не стал экспертом. Горбач учился с Клецкого района, и грамотный же человек. Алексеевич? Да, тоже бросил. Ну, а я так потихоньку, собственно, довел дело до конца. Сдал экзамены, затем стажировка 2 года. Надо было отсудить
15 собак на испытании. При их, даже если не срабатывали некоторые, но получили оценку рабочую, значит, все уходило у 15 испытываемых. И 25 надо было насудить на выставках. Но это на выставках это несложно было. Посещал все Гена, выставки, подойди под батьку. Что ты это ты шо? можно сказать, Ну. которые обложи калоши, республиканские, бляха, у них областные, и межрайонные, и районные. Сам проводил в свое время и в Дзержинск, когда уже тут ушли из жизни родители, переехал на свою родину, в Дзержинский район. И меня тоже выбрали экспертом и кинологом Дзержинского района. Тоже наладил здесь все дела, надо сказать, так поставил на уровень нормальный. Сейчас ну, на собраниях всегда ж меня приглашают и в район, когда проходят такие кинологические дела. Узденский район, да. Дзержинский. Да, Дзержинский. То все уже узнали, что я эксперт-кинолог. Практически почти все обращаются ко мне за советом связками, которым я тоже глубоко все продумываю, подбираю производителей пары, такие, чтобы если и есть имбридинг, чтобы отдаленный, и если они котируются на рабочих и высокоэкстерьерных собаках, то это не страшно, наоборот, усиление на будущее рабочих качеств собак. Ну, учителями моими были Беляев Борис Илларионович, эксперт международной категории, Гурунович, кинолог, бывший Александр Владимирович, уже ушедший из жизни, хороший человек. Карасев мой был учитель, Спогар, а поначалу, да, Брусинцев из Несвежа, эксперт второй категории, но мне он много чего дал. Я с ним стажировался довольно много. Ладовский когда-то в Клецке был такой весьма собаковод сильный, хороший человек. Да, очень много. Сам я подготовил за свою жизнь 3 экспертов, которые успешно поздавали экзамены и стали экспертами. Это мои ученики конкретно. Ну, Кто, скажите? Гапоненко с Узды. Виктор Александрович, да? Да. Смоляк с Паниполя. Денис Михайлович. Полещук со Столбцовского района. Сергей, как там? Сергей Викентьевич. Да. Лапец тот же поначалу со Слуцка стажировался у меня. Ну, мы так. Вот. Давай. Ну. Потапов Алексей Алексеевич, С города майор, Слуцка. военный майор в отставке, держал жесткошерстного фокстерьера Дорику, и как помню сейчас. И Тори. Дорика. Дорика было. Я у него ночевал разов 2. Мы проводили и выставки в Слуцке, и испытания. У него и жена такая прилежное отношение к собакам. А дочь борзых держала, да? Да. Я с этой семьей. И ко мне он в гости приезжал, Потапов, вот этот Алексей Алексеевич, довольно часто, когда я жил в Кополе даже. Мне он нравился, я ему, наверное, был по душе. И у нас были Подожди. моих собак. Петр Иосифович, а как сына, сам не он захотел экспертом стать? Ну, когда я уже вел собаководство серьезно, а Гена стал уже охотником, тоже я ему, честно говоря, на год его постарил, ну, и, Как уступил, да? и он до армии уступил в охотники, до армии. И вот стал охотником, вместе охотились, у меня всегда собаки толковые были. Ну, и я говорю: сын, как ты думаешь, стать на будущее экспертом?
Правда, он за это тоже взялся, плотно помог я ему, конечно, все с отчетами, ну, со всеми делами, потому что я уже довольно все это знал досконально. Ну и он же грамотно, он окончил... Петрович, а почему дальше не сдаете на республиканскую? Ну, хватит, была вторая категория, потом первая. Первая у меня уже давно категория. И на республиканскую надо судить выставку высокого ранга. Я пока не отсуживал такую выставку, минимально областную, поэтому первая категория достаточно. И главный вопрос вот в чем. Что между нами, экспертами, неблагоприятная погода. Мы друг друга, ну что за наговоры, какие-то пустые разговоры, нападки друг на друга. Образовались такие кучки экспертов, так, свои семьи.